Guljamal Karayeva. Turkmen poetess Guljamal Karayeva recalls her initial introduction to Durdi Bayramov and the fascinating process of the making of her portrait. Первый раз мы с ним встретились, мне позвонила Анна Мурадова. Уразгуль Анна Мурадова, народная актриса, артистка, она профессор в консерватории, да? В консерватории она преподает, завкафедра. Вот она говорит: Гульджамалжан, ты знаешь, сегодня кто меня приглашает? Я говорю, кто? И я говорю, Изат Кылычев, народный художник, Изат Кылычев приглашает на чай нас. И там творческие люди собираются. А я, вы знаете, Изат Кылычев, Дурду Байрамов, они для нас гиганты. Даже мы постоянно, когда были как для художников специально мы ходили их не на выставку, но мы стеснялись к ним подходить, потому что для нас они были гигантами, а мы какие-то около них как крошки считали себя. И вдруг такое приглашение, и я прям с радостью, такая радость была. И вот тогда Изат Кылычев сказал: вот познакомьтесь, она поэтесса. В общем, все художники были, творческие люди. И вот он тогда пристально посмотрел и говорит на Ая Караева и говорит: вот ты приходи ко мне в мастерскую. Стихи слушал. В этот день, видишь, такими слушал. И очень хорошо сидели, все внимательно, никогда ничего не сказал, он ушел. А потом через через год, что ли, я делала презентацию альбома, новый альбом, стихи сама читала под музыкой и сделала презентацию дома. Вот он тогда была со всеми художниками, с творческими людьми у меня в гостях. Вот тогда он ближе меня, видимо, узнал. Все творческие люди, все дутаристы, Национальные дома сидели, они во дворе сидели. И вот тогда обо мне много рассказывали, а потом он целый альбом забрал, видимо, мои стихи слушал, этот самый. И с летом было второй раз у меня, тоже день рождения, юбилей, в это время тоже творческие люди собрались. И вот второй раз он сказал, когда выходил и говорит: Гульджамал, найди один день время мне. Вот мой номер, и ты обязательно должна. И вот тогда все, если Дурду Байрамов сказал, ты считаешь, что ты счастливый. Некоторые даже из них сказали, говорят: Дурду Байрамович, беги чаграна, говорит, да? Вот, говорит, оказывается, она достойна уже, готова писать. И вот я была долго сама не готова была, видимо, времени не находила, я это жалею. Один день я вот хочу его вспомнить, да, как мы начали с ним. Он один день говорит там: так, завтра будь готова, приходи ко мне. А я думаю, что же он захочет от меня. Все украшения собрала, несколько платьев собрала, все. Он говорит: чего ты, почему ты это все принесла мне? Мне это тебе не надо, мне. А я вот такой богатый, шаль была. Между прочим, надо было взять и показать эту шаль. И вот эта шаль принесла и говорю, он во мне ищет образ и говорит: а ну-ка садись в кресло сюда, туда. Думал, долго думал и в конце говорит. И я показала, вот, видимо, вот, красиво пришла, одета, была в прическе, укладка, стрижка, да, в укладке. И села, накинула шаль на себя. Не накинула, я показала, он говорит: а ну-ка накинь. И я взяла, вот накинула, и говорит: вот,
ты, оказывается, не только поэтесса, не только там актриса, ты еще, говорит, очень любишь вот это одеваться, говорит. Вот я тебя вот так начну. И мне было его и жалко, и в то же время 3 недели он со мной вот этот портрет писал. Я накинула вот эту пуховой вот шаль, песцовый такой, и прическа с укладкой. 3 недели приходила. И такой портрет вышло, яркий, глаза горят, красивая, богатая женщина. Но спасибо ему, царствие ему небесное, пусть земля будет пухом ему, потому что он успел портрет написать. И самое главное, я хочу сказать, вот этот портрет для меня вышел такой гениальный, и хотя он мучился со мной, потому что сперва один портрет написал, под конец он, как я считала, вот этот богатый портрет, он взял один день, я пришла, он содрал это все. У меня душа прям, я говорю, ой, что вы сделали, ну дайте мне, подарите этот портрет. Он говорит, нет, это, оказывается, не ты. Здесь только богатая женщина, барыня сидит. Нет, ты должна в портрете сидеть, как деловая, как ты в жизни, и организатор, и руководитель, и поэтесса, и актриса. Вот когда люди видели, как творческого человека, через сколько лет даже увидят вот этот портрет, что у тебя жила. И он на другой день, почему у него появилось? На другой день, когда я пришла в красном пиджаке, зашла, вот ты, вот. И вот этот портрет он написал, и вышел гениальный. И почему я хочу сказать, в самом деле, там и деловая, и это. И самое, что хочу сказать, когда я у него попросила этот портрет, я говорю, вы не подарите или вы не продадите? Он говорит, это шедевр, это не продается. И поэтому говорит, что, ты принесешь, дома повесишь, 2 подружки и 2 соседки увидят. А я хочу, чтобы наше туркменское искусство, чтобы вся страна знала. Вон, смотри, полки, смотри, говорит, сколько лет я собираю, мне деньги не нужно. Я еще один момент, хоть вы мало времени даете, я хочу это сказать. Когда он писал портрет, вот у меня глаза, видимо, когда у меня горят, вот начинает, было это весной. И он говорит, ты читай стихи, пока я как ты осанку рисую. А ну-ка читай стихи. А когда я читаю стихи, видимо, у меня глаза горят. Он говорит, слушай, ты с утра приходила, вроде бы у тебя серые глаза были, а сейчас горит, у тебя вроде бы голубые. Он говорит, и вот когда он глаза вот рисовал, он вот рука у него тряслись, и у него одна падает, да, вот кисть. Он на это не берет, прям трясется второй, быстро-быстро. Он как вот мучился со мной, а мне его жалко. Я, видимо, ему, может быть, где-то мешала. Ну как теперь, а ну-ка посмотри. А я смотрю на сережки и говорю, ой, какие сережки у меня горят там. Он так смеялся от души. Он говорит, ты образ смотри, не на сережку. В общем, у нас было очень интересно вот такие моменты. Durdi Bayramov created the portrait of Gulcemal Karayeva
in 2010. It is currently preserved at the Байрамов Museum in Toronto. На день рождения ему слово дали. Вот здесь хочу подчеркнуть. Да. Ему слово дали, он говорит: а почему я должен выходить? Здесь еще он художник есть. Я хочу сказать его доброту и скромность. Там Аламрат Мухамедов был, Баба Афганов, Джума Дурдыев, потом Хармамед Какабаев, потом очень многие творческие люди были. Артисты отдельно вышли и говорят: а ну-ка, художники, идите сюда. Не только я, говорит, портрет писал. Вон Баба тоже есть, говорит. Еще Джума Дурды хочет писать, говорит, этот самый. И он говорит: вот первый раз, говорит, я брал у Нуру Халмамедова, если я не ошибаюсь, да, Нур Халмамедова, говорит, я 20 дней портрет писал, говорит, а потом вот это все содрал. И второй раз, говорит, когда он один день, Нур Халмамедов пришел, обыкновенно курточки, говорит, и волосы у него вся вот такой на ветер, говорит, да? И вот когда я увидела это, говорит: Нуры, вот ты. И вот он, оказывается, вот содрал этот портрет. И вот он вспоминал, и вот вторая, говорит, это Гульджамал Караева, говорит, который, говорит, я портрет писал, говорит, сперва одну, говорит, да, содрал, а потом пришлось второй. И вот, пожалуйста, вот этот второй портрет здесь. И вот он пальцем показывал. И весь зал аплодировал. Вот это воспоминание. Вот. И когда мы его потеряли, я-то не знала, вот самый удар для меня. Вот это без слеза я не смогу сказать. Потому что он же просил как время найти. И сказал, говорит, я хочу в роли царицы, вот, как Туркменхан, Венананы, образные, чек-чек дегенде. Я один день позвонила. И звонок взяла дочка Бахара. Я говорю: а я веселая, я же не знаю. Можно Дурду Байрамовича? Она говорит: ой, Гульджамала. А его уже нет. И вот тогда я им ничего не сказала и говорю, вот тогда вот этот стих написала. В мастерской погас весь свет. В мастерской погас весь свет. Дурду Байрама теперь здесь нет. На этом свете где найти? Прощаться с ним, куда пойти? Последний путь прочел молла, звенели слез колокола, готовы горы пробежать, прощальных слов тебе сказать. Собрать хочу я все цветы, с душой бы радовался ты. Пожалуйста, прости меня, я не успела проводить тебя. Они вечно живут, звезды никогда не гаснут. Вечные звезды на небе никогда не гаснут.